Я приехала в Якутский объединенный музей истории и культуры имени Емельяна Ярославского, потому что я напросилась в хранилище, где хранится а, знаменитый Чурон Брежнева. Вот наш первый экспонат, он был найден в 1886 году в Величском районе, получается, вот в нынешнем селе Чучу. Вот. Хотели его отправить в Иркутск. Это чей череп? Это череп бизона. Бизона. Да. И вот с него у нас начался музей, получается, с этого экспоната. Вот. Это дом является сам федеральным памятником, дом-музей Ярославского. Попов Андрей Иннокентьевич, его была задумка о том, чтобы это оставить, и в 1887 году было такое принято решение, и в 1891 году открылся, ну не музей, скажем, но открылся музей наш, да, и открылась выставка. Вот. А сколько всего было экспонатов на первой выставке? Первая экспозиция, вот, ну, он официально открыл свои экспозиции, это в 1891 году. Угу. Вот фотографии тех лет. Сначала вот открылся краеведческий музей в гостиничном дворе. Вот. Этот дом, ну, уже в разрушенном состоянии, вот снимок. А это где было? Это Какой на район? улице, на центральной, на улице Большой, по Площадь Ленина. Ой, проспект Ленина, который. Ленина улица, а раньше большая улица была. Вот получается, когда вот череп первый принесли, когда он решил сделать эту выставку, он сразу получил помощь от города в собирании экспонатов, или это все было на его добровольных началах? Но это добровольное начало. То есть это все на чистом энтузиазме одного На чистом человека все энтузиазме. начиналось. В каком году тигр появился? Он ведь очень давно, это же прям символ музея имени Это Ярославского. 1905 официальная дата такая. Это какой тигр? Амурский. Амурский? Из отряда тигров самый это крупный. И он был занесен В Красную в книгу? Красную книгу даже вот мира и России. А у нас он как появился? У нас он из Приморского края появился. Вот Усмайский. Ну, в смысле, сам тигр сюда пришел? Ага. Появился вот и в прошлом году, в апреле месяце или в конце марта у нас был внук охотника Атласова, Усмайского. Они сразу заходили и сказали, мы пришли смотреть На нашего тигра. наш тигр, на нашего тигра. И он много чего рассказал про своего деда. Дед, оказывается, ну, ветеран 2 войн, эвенкийский охотник, без... Ну, поэтому он и смог такого зверя-то Да. убить. И вообще в то время со всех улусов как бы призывали, командировали самых лучших стрелков, охотников, оказывается. В документе так говорится. Конечно, потому Ага. что они же Ага. до сих Группа пор... эвенкийских охотников. Один островок леса обходили, и один вот охотник, ну, из них один остался вот, ну, на каком-то месте. И он сразу ринулся на него, кричал, крик был услышан, и сразу прибежал, он в зубах он держал, и вот жертвой стал. Не повезло ему с нашими охотниками Из тягаться. охотников только, из ружья только бердянка была, его еле-еле они вот. Наш музей, как я уже говорил, является одним из старейших на Дальнем Востоке. Мы имеем 3 филиала. Это музей в селе Черкех Татинского района. Там у нас есть очень много памятников деревянного зодчества. Вот. И они, ну это музей под открытым небом получается. Очень интересный музей, и летом там очень красиво. Есть у нас филиал в селе Харбалах Исидора Барахова и музей в селе Хатырык Намского района на родине Максима Кировича Амосова. А вот здесь планируется какое-то расширение делать на территории Краеведческого музея? Помимо тех построек, которые уже имеются. Может, тоже какую-то открытую экспозицию на летний период планируете? Да, летний период у нас уникальный участок, который находится в самом центре города.
В то же время здесь нет машин, это закрытая территория. Вот. И есть у нас задумки, чтобы здесь сделать такую зону, комфортную зону для всех горожан и гостей столицы. Сейчас вот очень большая проблема в том, что дети живут больше в цифровом мире. Вот. Играют уже с 2 лет, с 3 лет, они уже ходят с планшетами. И не хватает вот такого, скажем так, аналогового общения, такого теплого, лампового, чтобы человек пришел, посмотрел, потрогал, увидел именно. Поэтому это предоставляет наш музей. И вот у нас очень много мероприятий для детей. Мы можем проводить, кстати, дни рождения в нашем музее. У нас есть квест-игры для детей. Вот. Работаем почти со всеми школами города Якутска. И также работаем с некоторыми нашими школами, которые находятся в районах. Вот. Ну, программы такие у нас есть, квесты. Вот. Хотим сейчас создать книжку, издать о нашем музее, что вот, и там есть у нас задания для детей. Так, мы сейчас заходим в хранилище Краеведческого музея. Да, это тут наши фонды. Здесь прохладно, здесь нет отопления или вы специальную температуру определенную должны поддерживать? Это специальная температура, да. Отопление здесь есть, Угу. но вот в жару все трескается. Ну понятно, поэтому Да. специально. Ой, тут вообще ничего нет, темно так. Это серьги, привезенные из Намского района, серьги 19 века. Ничего себе. Вот. Сегодня вот расскажу про этот, пожалуй, самый известный и самый дорогой кумысный сосуд. Чаран изготовлен мастером-косторезом, народным художником России Терентием Васильевичем Амосовым в 1976 году. Художник сделал 3 барельефных рисунка. На первом мы видим оленью упряжку на фоне чума и городских построек под северным сиянием. На втором герб Якутской АССР. И на третьем изображен сам Леонид Ильич Брежнев. Да. Из 5 якутских алмазов общим весом 11,93 карата вытащили 6 бриллиантов общим весом 2,30 каратов. А также в другом московском ювелирном заводе из серебра пробы 875 пробы сделаны оболочки для ножек, обруч с гравировкой «Дорогому Леониду Ильичу в честь 70-летия от Якутской АССР». Так, также- Не вижу. Угу. А также 6 фигурных оправ для бриллиантов. Тоже серебро, да? Да, тоже серебро 875 пробы. А также рядом с бриллиантами установлены по 2 пиропа. Пиропы, их еще называют розы. Некоторые неверно утверждают, что в Чаране всего 18 бриллиантов. Всего их 6, а остальные 12 это как раз таки вот эти самые пиропы. Их делают из обломков алмазов. Их еще называют спутниками алмазов. Ну да, еще Когда их называют ищут, сперва спутниками, находят да. троп, а потом уже сами камни, Да. вернее, минералы. А вот эти красные это альмандины. Это самый распространенный и твердый драгоценный камень из группы гранатов. Гранатов. Да, Я не могу настроиться, 1 секунду, все. альмандины. Данное произведение хранится в фондах нашего музея для будущих поколений, хранится, как говорится, за 7 замками в специальном помещении с температурно-влажностным режимом. Мы его очень редко выставляем, так как вот такой режим влажностный температурный очень сложно сделать не Для постоянной специальных, да, экспозиции. для постоянных экспозиций, не в специальных витринах. Вот когда его только-только привезли в 1989 году, для него специально была сделана витрина с подсветкой и с вращающейся платформой. Очень красиво, чего. Народное достояние вернулось на родину. Да. Это шаманский костюм.
был привезен в 1973 году специальной экспедицией нашего музея из Вилюйского района. Его, по сведениям местных жителей, в местности Балагачи в амбаре хранился предмет шаманского культа. И поехали наши сотрудники и забрали вот этот предмет. И считается, что он принадлежит Герасимову Спиридону Герасимовичу. Его еще также называют Онохоюн. Отчутула Онохоюн. И этот непосредственно плащ шаманский, называется он по-якутски куму, состоит из распашного плаща. Спереди обычно имеются различные фигурки, подвески. В данности у него имеются фигурки Гагары, Когас называется, которые помогают шаману, являются его помощниками при камлании. Наспинная часть имеет очень много деталей. Верхняя сторона, вот здесь расположены тимир коба, вот эти круглой формы. За ним спускаются тимир, вот трубчатые. И также наспинная часть имеет вот такую фигурку в виде рыбы. Это называется лобалык. Она помогает шаману, когда при камлании он при помощи воздействия вот этой фигуры он преодолевает так называемое люта, озеро смерти, так называемое. И таким образом еще ему при лечении помогает эмегет, называется эмегет, вот в виде фигуры волка расположена на спинной части, и это он помогает разыскивать причину болезни данного человека, на которого идет камлание. И также у него есть, у этого костюма есть реберные части, вот параллельные лежащие вот такие скобкообразные железные пластины. Это считается они имеют охранительную функцию. Когда шаман камлает, он защищает свои ребра от ударов злых духов. Также защитное свойство имеют вот такие пластины металлические, которые нашивают на рукава. Они помогают защитить руки шамана. Называется оно дабыдал. Вот такие вот металлические пластины. Есть еще бубен, который обычно изготавливают из дерева, специального дерева, который дается шаману, если он при его становлении. И из этого дерева они изготавливают обечайку. И потом кузнецы специально забивают скотины определенной масти и натягивает на эту обечайку. Также кузнец изготавливает различные резонаторы и крестовина. Крестовина у шаманского бубна имеет очень большое значение, потому что считается, что душа якута шамана помещается именно в эту крестовину. И также бубен сам непосредственно при камлании он становится как бы в символическом значении он становится как бы лошадью, конем шамана, который помогает ему путешествовать по 3 мирам. Также в этом шаманском атрибуте используется и колотушка, Блаях называется. Она бывает изготовлена из одного цельного куска дерева. Рукояткой обычно имеет различную форму, но в основном преобладает формы животных. И также вот рабочая часть, она покрывается шкурой. Обычно оленьей шкурой или довольно-таки плотной шкурой покрывается. Вот такое вот интересное у нас есть, интересный экспонат. А как вы собираете экспозицию? Экспозиция у нас пополняется в основном дарением. Люди приносят исторические вещи,
И, ну, мы не все, конечно, у них берем, но они вот больше, ну, большая часть это именно идет от простых людей. Вот. Очень такие бывают уникальные вещи сдают. Вот. То есть то, что осталось по наследству от дедушек, бабушек, они приносят, чтобы вы сохранили для Да. будущих поколений. Да. И известные люди тоже мы иногда выходим на известных людей, чтобы они тоже о себе оставили память, чтобы потом потомки смотрели, увидели. Когда вот как раз таки вернули вот этот чорон, проводили, конечно же, экспертную комиссию изыскания этих самых бриллиантов, и они оказались Бриллиантов или настоящими. чорона? Бриллиантов и чорона, они оказались натуральными, настоящими, и пироп, и армандины, и бриллианты. Общая стоимость в том году, да, в 1989 году, составила ровно 16 390 рублей. А последняя экспертная вот такая тоже изыскательная комиссия только одних бриллиантов проводилась в 2002 году. Это самое последнее. Оценочная стоимость составила $2722.07 ровно. А это последнее, больше его никто еще не А с чем осматривал. связана вот эта вот история якобы пропажи бриллиантов и так далее? В конце 80-х в средствах массовой информации, в центральных газетах, да, просочилась такая информация о том, что дочь Брежнева Галина Леонидовна якобы вывозила драгоценности отца за рубеж. В том числе в этих перечнях были бриллианты. У нас же сразу начали волноваться. Не те ли- Что-то якутские, да, наши? Да, конечно. Еще какие могут быть бриллианты? Кроме как якутские из России кроме как сыр увозить. якутские. Наверное, это бриллиант это наши, тот, который был инкрустирован вот этот самый чорон. Кстати, делала она, вывозила очень таким хитрым способом. Бриллианты прятались в ошейниках цирковых тигров, которых в клетках провозили за границу. Мгм. Так вот, за дело взялся известный журналист, собственный корреспондент ТАСС по Якутии Дмитрий Сафронович Бубякин. Это именно он нашел, искал, очень долго искал этот чорон и все-таки нашел. И оказалось, что он в Государственном хранилище ценностей СССР. Получилось так, что через год после смерти Брежнева вдова Виктория Петровна самолично сдала все подарки, которые хранил Леонид Ильич Брежнев у себя дома.